Правила пожарной безопасности в лесу, на полях, дома и действия при пожаре. Пожар, он же неконтролируемое горение, требует четкого понимания, как себя нужно вести, чтобы минимизировать жертвы и ущерб. Для начала давайте поговорим о правилах, которые могут не допустить пожар. Если вы выехали на природу, помните, нельзя разводить костры в жаркую, сухую, ветреную погоду, а также в непредназначенных для этого местах. Хорошо, если около места разведения костра будет вода и ветки для тушения огня на случай распространения пламени. Нежелательно разводить костры рядом или под раскидистыми деревьями, растения могут погибнуть. Теперь стоит поговорить про основные правила противопожарной безопасности в быту. Они связаны, конечно, с правильным использованием электрических приборов и аккуратным обращением с огнем. Основные правила противопожарной безопасности в быту связаны, конечно, с правильным использованием электрических приборов и аккуратным обращением с огнем. Чего точно нельзя делать в быту? Оставлять открытый огонь без присмотра. Это касается не только плит для приготовления пищи, но и свечей и обогревателей. Запрещено создавать перегрузки в электрических цепях, подключать к одному удлинителю слишком много электроприборов, использовать поврежденные электрические шнуры. Запрещено хранить легко воспламеняющиеся вещества вблизи источников тепла. Запрещено игнорировать неисправности в системах отопления, не обслуживать системы и не следить за чистотой дымоходов. Небрежное курение в быту является одним из основных источников пожаров и серьезных чрезвычайных ситуаций. Категорически запрещается курить в постели или на мебели с легко воспламеняющейся обивкой и оставлять зажженную сигарету без присмотра. На кухне особенно важны правила противопожарной безопасности. Всегда контролируйте приготовление еды. Следите за использованием электрических и газовых приборов, а также убедитесь, что системы вентиляции хорошо работают. В современных домах очень много электрических приборов. Регулярно проверяйте их состояние, избегайте перегрузок розеток. Если же, несмотря на соблюдение правил, вы все же почувствовали запах дыма или же вы видите источник огня, главное, не теряйте самообладание. Вызовите пожарных и сообщите другим людям о возгорании, предотвращая панику. В случае небольшого пожара можно до приезда пожарных попробовать потушить огонь самостоятельно. На помощь придет вода, песок, плотная ткань или специальные средства пожаротушения, например, огнетушитель. Помните, что категорически запрещается тушить электроприборы водой. До момента отключения тока изоляцию проводов можно потушить только сухим песком при помощи лопаты или совка. Разлитый бензин, масло и другие легко воспламеняющиеся жидкости нельзя тушить водой, так как эти вещества легче воды и поднимутся на ее поверхность, продолжая гореть и увеличивая площадь возгорания. Для их тушения следует использовать песок, землю, а также плотные ткани, одеяло, пальто и так далее, предварительно смоченные водой. Однако, если пламя очень быстро распространяется, немедленно покиньте помещение. При этом не пользуйтесь лифтом, так как электричество может исчезнуть в любой момент, и человек окажется в ловушке. Для того, чтобы покинуть место возгорания, следует постараться найти наиболее безопасный способ. К выходу нужно двигаться по лестницам и коридорам, которые не задымлены или минимально задымлены. Если этот вариант невозможен, чтобы безопасно пройти опасное место, нос и рот следует прикрывать влажной тканью. Учитывая, что дым поднимается вверх, нужно двигаться, пригнувшись. Если же выйти из здания или комнаты невозможно, закройте окна и двери и зовите на помощь через стекло. В замкнутом пространстве горение и тление происходит медленно из-за недостатка кислорода. Чрезвычайно опасно спускаться вниз по веревкам, простыням, водосточным трубам и прыгать из окон. Каждый второй прыжок с 4-го этажа и выше смертелен. Уплотните дверь в комнату тряпками. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом, спасайтесь на балконе. Балконную дверь обязательно за собой закройте. Можно перейти на нижний этаж с помощью балконного люка или к соседям по смежному балкону. В тех случаях, когда дверь в помещение, где начался пожар, закрыта, ее не следует открывать до тех пор, пока не будут подготовлены огнетушащие средства. Нередки случаи пожаров, начавшихся на балконе. Их причина – непотушенный окурок.
Такое возгорание опасно тем, что огонь может быстро перекинуться на верхние этажи или проникнуть в квартиру. После сообщения о загорании в пожарную охрану попробуйте справиться с пламенем доступными подручными средствами. Если возможно, выбросьте горящие предметы с балкона, убедившись, что внизу никого нет. Если самостоятельно потушить пожар не удалось, закройте балконную дверь, форточку и ждите приезда пожарных на улице.